Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. 7 апреля в Ашхабаде временно перекроют движение из-за велопробега. Президент Туркменистана встретился с Минихановым и Бабушкиным. В чемпионате Туркменистана по футболу открылось окно для внутренних трансферов и другие новости. 7 апреля в Ашхабаде состоится массовый велопробег. По этому случаю в первой половине дня движение по некоторым улицам будет перекрыто. Как сообщили в службе дорожного надзора МВД Туркменистана, велопробег стартует с востока от монумента «Велосипед» на пересечении улицы Бекреве и проспекта Чандыбиль и пойдет на север от кольцевой развязки на пересечении проспектов Чандыбиль и Бетараб Туркменистан по направлению проспекта Бетараб Туркменистан до улицы Галканыш. Посетить Татарстан и принять участие в форуме «Россия. Исламский мир. Казань-форум» пригласил делегацию Туркменистана Раис Рустам Миниханов. В среду у него состоялся рабочий визит в Ашхабад, в рамках которого прошла встреча с президентом Сердаром Бердымухамедовым. По словам главы Республики Татарстан, в рамках встречи с президентом Сердаром Бердымухамедовым он доложил о ходе совместных проектов, которые реализуют татарстанские нефтяники и машиностроительные предприятия. Рассказал о работе в гуманитарной сфере, особенно в образовательных программах. А также отметил, что Татарстан и Туркменистан будут искать новые направления сотрудничества в газохимическом комплексе и сфере информационных технологий. В рамках мотопробега «Каспий. Море дружбы» губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин посетил православные храмы Туркменистана. В Туркменбаши Бабушкин посетил Михаило-Архангельскую церковь, а в Ашхабаде – храм святого благоверного великого князя Александра Невского. Накануне астраханский губернатор провел встречу с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. На встрече были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в сферах торговли, промышленности, образования, логистики и транспорта. Также в рамках визита в Туркменистан Игорь Бабушкин посетил совместную туркмено-российскую школу имени Пушкина в Ашхабаде. На странице соцсети Генерального консульства Туркменистана в Казани запущена рубрика под названием «Энеделим». Таким образом, консульство планирует внести свой вклад в общее дело сохранения и развития туркменского языка. В данной рубрике планируется рассматривать различные туркменские слова с точки зрения их исторического происхождения, правильности написания и использования в речи. Власти Казахстана выделили на борьбу с саранчой более 3,5 миллиардов тенге. В Министерстве сельского хозяйства республики сообщили, что для борьбы с одним из опаснейших сельхозвредителей сформирован запас пестицидов, а также разработан план по мониторингу ситуации и химической обработке полей. При необходимости на борьбу с нашествием саранчи будут направлены наземный транспорт и авиация. Прогнозируется, что в этом году саранча может распространиться на территории площадью более 1,5 миллиона гектаров. Гонконг с 1 апреля отменил последние ковидные ограничения. Для въезда больше не нужны ПЦР или экспресс-тесты. Согласно информации на сайте правительства Гонконга, при въезде теперь необходим лишь температурный скрининг, других ограничений нет. С 6 февраля для въезда в Гонконг перестали требовать сертификата о вакцинации, а с 1 марта администрация города отменила маски. В Португалии во время футбольного матча между Эштарилом и Эштрелой на поле неожиданно вылетел крупный сине-желтый попугай Ара, из-за которого пришлось на время прервать матч. Попугая пытались аккуратно поймать с помощью наброшенной куртки, однако птица каждый раз уворачивалась от людей. В конце концов, Ара все же покинул поле. Дополнительное трансферное окно для внутренних переходов в Туркменистане будет открыто до 13 апреля, сообщает официальный сайт Федерации футбола Туркменистана. Туркменский боец смешанных единоборств Давлетжан Якшимурадов улучшил свою позицию в обновленном рейтинге полутяжеловесов Беллатор. Спортсмен из Туркменистана поднялся с 7-й на 6-ю строчку, сообщает официальный сайт промоушена. Напомним, в ночь с 10 на 11 марта Якшимурадов победил литовца Джулиуса Энгликаса на турнире Беллатор 292. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.